Ку-ку. Вам так же скучно, как и мне? Я целую неделю просидела в темном помещении. И мне было так скучно, так одиноко. Но ничего, теперь наши актеры читают для вас, дорогой зритель, и для нас сказки на ночь. А сегодня наша актриса Надежда Прошина прочитает нам еврейскую народную сказку «Мудрый мальчик». Так что усаживайтесь там поудобней. Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Прошина Надежда, и я вам сегодня прочитаю еврейскую народную сказку «Мудрый мальчик». И у меня в гостях Заяц со спектакля «Лиса-сирота». Заяц, ты готов слушать сказку? Конечно же, готов. Усаживайтесь, ребятки, поудобней. Мы начинаем. Люди рассказывают притчи про мудрость царя Соломона, про то, как мудро и справедливо он разрешал тяжбы и споры. Но случается, что и маленький мальчик может показать пример мудрости взрослым. Вот какая история произошла однажды в давние-давние времена с двумя лавочниками. Их лавки стояли на базаре рядом и были разделены всего лишь тонкой деревянной перегородкой. В одной лавке торговали маслом, в другой продавались благовония. Однажды вечером перед закрытием рынка лавочник, торговавший благовониями, заглянул через щель в перегородке к своему соседу и увидел, что тот пересчитывает золотые динары и складывает их в красный платок. Он тоже стал считать их. В платке оказалось 165 золотых монет. Лавочник обуяла жадность. Ему очень захотелось завладеть этими деньгами. Он выбежал на улицу и завопил: «Караул! Ограбили! Украли мои деньги!» Тотчас прибежали стражники. «Кого ты подозреваешь в краже?» — спросили стражники. «Я не знаю. После того, как я сложил деньги в красный платок, никто сюда не заходил, кроме моего соседа, торговца маслом. А в платке было 165 динаров». Стражники заглянули к соседу и нашли в укромном местечке 165 золотых динаров, завернутых в красный платок. Торговец маслом клялся и божился, что это его собственные деньги. Но ему не поверили, схватили его и бросили в темницу. Судья начал расследовать это дело, но установить, кто прав, кто виноват, никак не мог. Я знаю, кто виноват. Тише, тише. Давай послушаем дальше сказку. Хорошо, давай. Тяжбой заинтересовался даже сам правитель города, но и он ни в чем не смог разобраться. В самом деле, кому следовало верить, торговцу маслом или его соседу? Кто из них говорит правду, а кто лжет? Правитель повстречал детей, затеявших какую-то игру. Он услышал, как один из мальчуганов сказал: «А можно я продолжу читать?» «Конечно, можно». «Давайте сыграем в суд. Ты будешь торговцем маслом, ты его соседом, а я буду судьей». Правитель города притаился за деревом и стал наблюдать. Дети прикатили большой камень и усадили на него мальчика, который захотел быть судьей. К нему подошли два других, изображавших лавочников. «Это мои 165 динаров. Их выручил за проданное масло», — произнес один. «Нет, это мои деньги», — отвечал другой. «Я их сосчитал их, завернул в красный платок и спрятал в ящик стола. А ты пришел их и украл». Выслушав обоих, судья сказал: «Принесите мне миску горячей воды». «Зачем?» — удивились другие дети. «Я положу в нее динары. Если на поверхность воды всплывут капельки масла, значит, это деньги торговца маслом. Он целый день возится со своим товаром
и у него жирные руки, и монеты должны быть замасленные. Если же ничего не всплывет, значит, это деньги его соседа. Услышав это, правитель города вышел из своего укрытия, поцеловал мальчика, записал его имя и узнал, где он живет. Теперь ты можешь продолжать читать. Хорошо. Вернувшись домой, правитель объявил, что долгожданный суд состоится завтра. Весть об этом тотчас же облетела весь город. У здания суда собралась большая толпа. Когда оба лавочника изложили свое дело, правитель приказал принести миску горячей воды и платок с золотыми динарами. Положил он монеты в воду, и тотчас на поверхность всплыли капельки масла. «Покажите миску народу», — распорядился правитель. «Пусть все скажут, чьи это деньги». «Конечно же, торговца маслом! Торговца маслом!» — в один голос закричали люди. Деньги были тут же возвращены хозяеву, а его жадного соседа заключили в темницу. Тут все начали расхваливать мудрость правителя, а он поднял на руки маленького мальчугана и сказал: «Не я, а этот мальчик разоблачил коварного обманщика». Ну, на этом наша сказка подошла к концу, а мы, зайцам, желаем вам спокойной ночи. Добрых снов, дорогие друзья!